صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. Итак, мы остановились на имени ученого. Его имя Абу Джа'фар аль-Варрак ат-Тахавий аль-Мисри рахимахуллах. И дальше он говорит «Хаза исму ишара». Он указывает, на что он указывает? Книги-то еще нет, он начинает писать книгу. Тогда здесь есть два варианта. Или же он ее написал, и, как некоторые авторы делают, предисловие оставил на конец. Но больше вероятно, это то, он говорит о том, что он держит в своем уме и в своем сердце. То, что я буду говорить вам об акиде, о вероубеждении, то, что в моем уме, вот я об этом говорю. Хаза, вот эта книга, которую я напишу. Зикру баяни, это зикр, упоминание баяна. Что такое баян? То есть можно рассказать о чем-то муджмаль, очень сокращенно, и это будет нуждаться в толковании. Но когда я сделал баян, я разъяснил что-то, то у человека не остается вопросов, а если остается, то очень мало. То есть это такие слова, которые мне достаточно, они самодостаточны для того, чтобы сформировать какой-то фикр, какую-то мысль, и впоследствии, опираясь на эту мысль, предпринимать те или иные действия. То есть он говорит, это зикру баян. Вот эта книга, она будет рассказывать, очень четко она расскажет. О чем? О акида. Расскажет о акиде, о вероубеждении. О вероубеждении. Кого? Что такое вера? То есть вероубеждение. Что такое акида? У этого слова, конечно же, есть очень много синонимов. Эту науку мы можем назвать альму таухид, наука единобожия. Акида, акаид, альмуль калям. То есть есть и другие синонимы к этому слову. То есть акида, на самом деле, как сказал алляма Акмалюддин Баберти в своем шархе, он сказал, что это то, с чем связано сердце. То, с чем связано сердце, и оно как бы закреплено на этом. Также говорят, что убеждения такого-то человека, они зиждятся на этом, и вот то-то, и то-то. И если сердце с чем-то связано, без действий, это называется акида, это называется убеждение человека. Но вот часто бывает, что молодой человек приходит и говорит: акида, брат, самое главное акида, самое важное акида, и ты задаешь ему вопрос, а что является основой акиды? Что является основой акиды? На чем зиждется эта наука? То есть о чем мы говорим? Он говорит, самое главное акида, брат. Что такое акида? Подобные вопросы задают и говорят, чтобы хадис главное был сахих. А какие условия для того, что такое сахих? И какие условия для того, чтобы тот или иной хадис являлся сахихом? Разве нет разницы в понимании сихха, достоверности хадиса между факихами, учеными нашей уммы, и между мухаддисами? Это совершенно разные терминологии, это совершенно разные условия. Например, условия имама Бухари, они могли отличаться от условий имама Муслима, рахматуллахи алейхима. И они отличались на самом деле. Например, имам Бухари ставил шарт, чтобы эти люди встречались. Для имама Муслима было достаточно, чтобы они жили в одно время. Если они жили в одно время, мы доказали, что они жили в одно время, мы принимаем этот хадис. Имам Бухари сказал, нет, должно быть доказательство, что они встретились. Даже здесь отличается. И у факихов, у правоведов эти правила тоже отличались. Кто в прошлом году следил за уроками, например, вспомним историю, интересная история, вопрос о никахе, таляке. Он касался никаха без вали, без разрешения вали, опекуна.
и привели хадис из Абу Дауда, сказали, он сахих, значит, мы должны делать амаль относительно этого хадиса. И в нем говорится, айюма мраатин, какая бы женщина, накахат бигайри идни валиха, которая вышла замуж без разрешения своего вали, фаникахуха балтилюн, то ее никах недостоверный. И теперь, опираясь на этот хадис, начали обвинять имама Азам Абу Ханифу, рахимуллах, что вот есть достоверный хадис, и тем более сам имам Азам Абу Ханифа так сказал, «Ида сахаль хадис», если хадис достоверен, фахуа мадхаби, это мой путь. Да, валлахи, эти слова правдивы, и мы верим в эти слова. Если хадис достоверен, то это мой путь, говорит имам Азам Абу Ханифа. Но теперь давайте разберемся, что такое достоверный хадис, относительно чего он должен быть достоверным. То есть имам Абу Ханифа не считал его достоверным. Почему? Во-первых, он противоречит явному смыслу аята. «Фаин таллакаха», то есть когда муж дал жене третий раз таляк, мы знаем этот хукм, «фаля тахиль лаху», она не будет разрешена ему, до чего, до каких пор? «Хатта танкиха зауджан гайра», пока она не выйдет замуж за другого. И здесь важно обратить внимание, «хатта танкиха», пока она не выйдет замуж, Аллах дает ей разрешение. Также этот хадис приводится от Айши, радаллаху анха, этот амаль, а амаль Айши, он прямо противоречил этому хадису. Есть хадис, где приводится, что «канат инди джари миналь ансар фазаваджтуха». Айша, радаллаху анха, говорит, что у меня была девочка из ансаров, и я выдал ее замуж, а женщина никогда не может быть вали. Также отвергание в этом хадисе, отвергание линафиль камаль, говорит о том, что в этом хадисе, то есть нету бараката в никахе без вали. Мы не говорим, что не нужен вали, но в этом никахе нет бараката, говорится. И самое главное приводится в усулю Сарахси, у имама Сарахси. Во втором томе на первой странице он объясняет и разбирает этот вопрос. Именно мнение Абу Ханифа, рахимуллах. Почему он не принимал? Потому что этот хадис приводится от кого? От Айши. От Айши приводит его Урва, от Урва Зухри, от Зухри Сулейман бин Муса, рахматуллахи алейхим. Сааля ибн Джурейдж, однажды ибн Джурейдж спрашивает у Зухри об этом хадисе, фалям я'арифаху, и он не знал этого хадиса. И поэтому правило Абу Ханифа, ли инкари рауи, если передатчик хадиса не знает хадиса или отвергает этот хадис не может быть далилем. Логично? Поэтому Абу Ханиф сказал, я не считаю этот хадис сахихом. То есть не нужно играть со словами ученых. Эти слова он говорил, не всем он эти слова адресовал к ученым. «Ида сахаль хадис фахуа мадхаби». Если хадис достоверен, это и есть мой масхаб. Если на самом деле достоверный хадис, как я могу его отвергнуть? Итак, мы читаем дальше. «Хада баян». ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة. Кто такие Ахлю Сунна валь Джамаа? И прежде чем я начну объяснять, я бы хотел использовать книгу, интересная книга, она «Шурух ва хаваши акаид насафия», тоже известная книга, имама Насафи, рахимуллах, это известная книга, на нее очень много есть шархов, есть толкований, на нее толкование делал и шейх Курсауи, и шейх Марджани. Шейх Марджани написал книгу, которая называется «Хикматуль балига, джания фи шархи акаид ханафия». На самом деле, самый известный этот Автазани, который читается во всем исламском мире. Он, будучи ашаритом, сделал на книгу Матуридита шарх. Эта книга читается во многих мадресе всего исламского мира. Но имам Марджани, он написал свою, говорит, нет, мы, говорит, свою будем читать, я сам сделаю шарх. И он «Хикматуль балига». То есть это сложная книга, очень интересная книга. И вот в ней в начале, эта книга состоит из 5 томов, я прочитаю мнение известных ученых о том, кто такие Ахлю Сунна валь Джамаа, прежде чем я начну пояснять. И вот здесь он говорит, в начале мукаддимом, то есть мы видим, я даже вот тут подчеркнул, то есть мне так легче читать, то есть подчеркнул, и когда мы говорим «Индаль итлакина Ахли Сунна валь Джамаа», когда мы произносим слово «Ахли Сунна валь Джамаа», наксид, то есть мы подразумеваем бихим, под ними аль-ашаира валь-матуридия, два мадхаба, два пути, ашарита и матуридия. Сказал Муртада Забиди в книге «Итхаф Сада Муттакин». Книга называется «Итхафу Сада Муттакин». «Иза утлика Ахли Сунна валь Джамаа», когда используется слово, термин «Ахли Сунна валь Джамаа», «фаль-мураду бихим аль-ашаира валь-матуридия», означает ашариты или матуридиты. Также сказал великий ученый Таш Кубразада, «И'лям, знай, анна раис Ахли Сунна валь Джамаа», что главой ученых Ахли Сунна валь Джамаа фи иль калям раджулян, это два мужчины. И потом мы поясним дальше.
Ахадухума, один из них ханафит, а другой шафи'и, другой из них шафиит. Аммаль ханафи, что касается ханафитов, фахуа Абу Мансур, Мухаммад бин Махмуд аль-Матуриди, имам аль-Худа, имам истинного пути, имам Матуриди, рахимуллах. Ва аммаль ахар, что же касается второго, это имам Шафи'и, фахуа шейху сунна, он шейху сунна, раисуль джамаа, имам аль-мутакаллимин, насиру суннати саидиль мурсалин, саллаллаху алейхи вассалям, ва дабби аниддин, ва саи фи хифз акаидиль муслим. Он самошаритный был, поэтому так его больше хвалит. Абу Хасан аль-Аш'ари аль-Басри приводит его имя. Также сказал шейх Аллама Каусари, рахимуллах, «Иза утлика ахлю сунна», когда говорится ахлю сунна, фаль мураду бихим аль-Аш'аира валь-Матуридия. Итак, некоторые считают имам Матуриди, просто не знают, может быть, о нем. Не знают о нем, на самом деле это был великий факих, великий ученый. Взять просто его один тафсир, он состоит из 17 томов, тафсир. И он, например, он никогда не принимал исраилиат, он всегда смотрел, то есть сначала он аят трактовал аятом. То есть это самый верный путь. Он аят трактовал аятом. После этого использовал сунну, опирался на сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть тафсир шикарный. Например, когда мы читаем некоторые места, скажем, вспомним место про Сулеймана, алейхиссалям, сказал кто? «Каля аллади индаху ильму миналь китаби», тот, у кого было знание из книги, и в тафсирах приводится имя этого человека. Это был, наверное, вот этот, или вот этот, или вот этот. Имам Матуриди такие вещи не принимает, он брал только самые достоверные мнения. То есть это шикарный тафсир, когда мы читаем его книги. У него книга «Китабу Таухид», огромнейшая книга по единобожию. Сейчас, иншаллах, она уже готова на русском языке, и в скором времени ее можно будет почитать на русском языке. То есть между ним и Абу Ханиф, он был факихом в первую очередь, между ним и Абу Ханифой всего 3 человека. Всего 3 человека. То есть у Абу Ханифа был ученик, которого звали Мухаммад бин Хасан Шайбани, рахимуллах. Кто такой Мухаммад бин Хасан бин Шайбани? Он был отчимом имама Шафи'и. Он воспитал имама Шафи'и, рахимуллах. И вот этот Мухаммад Шайбани, у него был еще ученик Абу Сулейман Джузджани. Абу Сулейман Джузджани является учителем имама Матуриди. То есть у Джузджани было 3 ученика больших, и эти 3 ученика являются учителями имама Матуриди. Один из них Абу Бакр Мухаммад бин Ахмад бин Раджа Джузджани, он был кады Нисабура. Второй Абу Бакр Ахмад бин Исхак Джузджани, третий Нусайр бин Яхья аль-Бальхи. Вот эти 3 ученых, которые учились у Сулеймана Джузджани, ученика имама Мухаммада Шайбани, они являются 3 учителями Абу Мансура Мухаммада бин Мухаммада аль-Матуриди ас-Самарканди, рахимахуллах. То есть у него сильнейший иснад, он обладал великими знаниями. И что он сделал? Он сохранил путь, те знания, которые имам Азам передал, путь имама Абу Ханифа, рахимуллах, и был занят тем, чтобы ответить на вызовы современности, на те заблуждения, которые распространялись в то время, в частности, му'тазилизм. Ему приходилось взять перо в руки, начать делать ответ, и он шикарно с этим справился, написал шикарнейшие книги. И, по сути, даже вот этот мазхаб сформулировал кто? Имам Баздауи. Его ученик имам Баздауи, также его ученик Насафи, который написал книгу Табсирутуль Адилля. По сути, даже вот книга Табсирутуль Адилля, она состоит из 2 томов, такая толстая книга. По сути, она является неким фундаментом в мазхабе ахли сунна валь джамаа. То есть шикарнейшая книга. Сложная, но прекрасная книга, которую, то есть, тоже нужно читать. Итак, мы пришли к слову ахли сунна валь джамаа. Что такое ахль? Ахль значит асхаб, сподвижник, тот, кто относится, к нему относится какая-то вещь. Это член семьи может быть ахль, да? Это может быть сподвижник или тот, кто достоин чего-то. Например, мы говорим ахль Кур'ан, люди Корана, люди Кур'ана. Почему даже слово было использовано ахль сунна? Почему сунна, а не люди Корана, например? И просто если мы будем говорить ахль китаб, то это имя уже занято, будет подразумеваться, что это насара или ягуд. Люди книги. То есть, если мы будем говорить Кур'ан, иногда будем путать с книгой, поэтому было это отнесено, что мы через призму понимания посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, понимаем все эти вещи. Так как Кур'ан, он не отрывается от сунны, Кур'ан, он ни в коей мере не может отрываться от сунны.
И вот я даже несколько примеров сейчас приведу, прежде чем мы завершим. То есть сейчас мы очень видим такие сильные нападки, когда нас пытаются оторвать, чтобы мы акиду брали только с Корана. По сути, эти люди, они попытались нас оторвать так, подобно тому, как они насара оторвали от Инджиля. Нас захотели оторвать от Корана, но не смогли, потому что есть иснад часть религии. Хафизы не дали это не было невозможно, чтобы, то есть представить, чтобы умму могли оторвать от Корана. Поэтому решили оторвать от сунны. То есть они говорили, нужен Коран, но решили нас оторвать от сунны. Не нужно читать хадисы. Невозможно понимать Коран, об этом говорит имам Азам Абу Ханифа, невозможно понимать Коран, не зная сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И вот, например, несколько примеров. Аста'иду билля. «Вама джа'альна ал-киблата аллати кунта алейха, илля лина'ляма ман яттаби'у ар-расуля мимман янқалибу аля акибайх». Это в суре Бакара, 143 аят, говорится о направлении молитв, которые вы прежде соблюдали, то есть это Иерусалим, мы установили лишь, чтобы различить того, кто следует за посланником, и от того, кто отворачивается. То есть мы в этом аяте видим, что говорится о прежнем велении, о направлении в сторону Иерусалима. То есть раньше было туда. Люди молились в Иерусалим, потом пришел аят «Фавалли ваджака шатраль масджидиль харам». Вы должны повернуться в сторону запретной мечети. Отсюда видно, что пророку, саллаллаху алейхи вассалям, давали те веления, что не записаны в Коране. Давались те веления, которые не записаны в Коране. Поэтому будет неверно. То есть это уже было, он уже приказывал, а в Коране есть указание на это. И вот еще последний пример. «Алим Аллаху аннакум кунтум тахтануна анфусакум». Аллах знает, что вы изменяли сами себе. Вы изменяли сами себе. Каким образом? То есть раньше было приказано в начале ислама уразу начинать держать пост. С того момента, когда ты ложился спать, больше было нельзя. То есть приближаться к жене, кушать что-либо. Но говорит, Аллах знает, что тахтануна, вы иногда нарушали это, хаяна делали. То есть этот приказ, его же не было приказа. Но Аллах указывает на этот приказ, который был дан посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть приказа нет в Коране, но есть указание на этот приказ. И мы вспоминаем аят, также аят «Вама янтаку аниль хава, ин хуа илля вахью юха». То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не говорил от себя. Все, что он говорил, это было вахью, это исходило от Аллаха, субхану ва тааля. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.